Мартовское наступление по освобождению Сухума, которое началось в ночь с 15 на 16 марта 1993 года и безуспешно завершилось 17-18 марта, пожалуй, одна из самых трагичных дат в новейшей истории Абхазии. Хотя, как говорят эксперты, эта неудачная операция стала толчком к победе в Отечественной войне народа Абхазии. Памятные мероприятия, посвященные мартовской операции, проводятся каждый год. Организовываются различные акции, участники войны и молодежь посещают места боевых действий. В этом году дирекция Музея боевой славы совместно с Комитетом по вопросам молодежи и спорта города Сухум решили организовать интеллектуальный конкурс, посвященный событиям тех холодных мартовских дней. Такие даты, как мартовское наступление, вообще в целом все даты, которые касаются войны, это не акции, не памятные мероприятия одного дня. Это та история, которую мы должны знать. И сегодня наша основная цель, чтобы подрастающее поколение ценило, каким трудом досталась нам эта победа. Наш долг знать эти даты, передавать это правильно молодому поколению и, главное, помнить войну и дай Бог, чтобы никогда, нигде не было войны. В интеллектуальном конкурсе приняли участие команды Сухумского медицинского и Абхазского многоотраслевого колледжей, Высшего командного общевойскового училища и студенты Сухумского государственного колледжа. В ходе игры участники должны были ответить на вопросы о подготовке, о ходе, о участниках и результатах мартовского наступления. Кроме того, должны были подготовить доклады и показать способности в красноречии. Кому принадлежат эти слова? Мы должны говорить не о поражении наших войск, а о неудачной попытке наступления. Но сам факт того, что мы предпринимаем одно наступление, следующее наступление настойчиво ищем путь освобождения нашего родного города, говорит о нашей силе и о наших возможностях. На войне, как на войне, не всегда бывают только одни победы. Бывают и поражения, бывают и неудачные наступления. Мы не можем и не имеем права падать духом. Борьба с фашизмом будет продолжаться. Мы сделаем все необходимые выводы из нашего наступления. Я глубоко убежден в том, что победа будет на нашей стороне. Внимание, ваш ответ. Владислав Григорьевич Арцин. 15 марта в 0:45 ночи абхазские войска нанесли вражеским объектам авиационно-артиллерийский удар, после чего последовало сухопутное наступление сразу по нескольким направлениям. Сначала спецназ из 23 человек разминировал Верхний Гуместинский мост и вступил в бой с противником. По результатам всех трех конкурсов и был определен победитель игры. Первое место заняла команда СВОКУ. Второго и третьего места удостоились студенты Сухумского государственного и Абхазского многоотраслевого колледжей. По словам участников игры, принимать участие в таком мероприятии было очень интересно. Было очень интересно, было очень сложно, потому что все команды были достойны, но мы заняли первое место. Хочу поблагодарить всех, кто организовал это мероприятие. Было интересно узнать новую историю про мартовское наступление. Чуть-чуть трудно насчет этого разговаривать, затрагивать мартовское, потому что были очень много неудач, много людей погибло, но все равно это наша история, мы должны ее знать. Следует отметить, что участников конкурса оценивало компетентное жюри. Историк Геннадий Сулая, ветераны войны Мзия Бея и Лариса Тарба. Без боли это вспоминать нельзя. С нами были мужественные женщины, которые и погибли в мартовском наступлении. Во время войны погибло 22 женщины. После войны у нас 18 женщин ушли из жизни. Все это я вижу вы и при встречах, куда вы нас приглашаете, все это цените. То есть о мартовском наступлении можно говорить долго, много и с огромной печалью. Сегодня конкурс прошел на высшем уровне. Спасибо большое за ваши знания. Чтобы никогда не было войны и чтобы вы не воевали никогда. Всем, кто принимал участие в подготовке, педагогам, наставникам, всем вам огромное спасибо. Мы получили колоссальное удовольствие сегодня. Были, конечно, неудачи, оно бывает. Неудачи не бывают только у тех, кто ничем не занимается. Чтобы молодежь республики знала и любила историю своей страны, чтила память героически погибших и уважала подвиг всех участников Отечественной войны народа Абхазии, без сомнения, такие мероприятия очень важны. Вот почему такого рода конкурсы должны стать традиционными. Кугут Савардания, Степан Мартиросян, Руслан Орлов, Абхазское телевидение.